Доброе утро и начинаем новый день вместе с «Утро Якутии». Заряжаемся на плодотворные, на добрые, позитивные новости, друзья. На календаре пятница, и мы сделаем все, чтобы это утро было для вас полезным, интересным. Просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Мы Полина Долинская и Руслан Ачиров. Мы желаем вам самого отличного, бодрого и доброго утра. Вкусно, полезно и быстро. Чтобы вы не тратили время на поиск рецептов для идеального завтрака, смотрите нашу рубрику «Полезный завтрак». Также сегодня мы приготовим тосты с пастой из авокадо. Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Как предупредить болезнь и какие продукты могут служить профилактикой этой коварной болезни, узнаем у нашего гостя. Как воспитать домашнего питомца добермана, чтобы из него получился идеальный охранник и защитник, также узнаем в нашей программе. В Якутске началась гражданско-патриотическая неделя Габышев Уик. Ну и также, друзья, участвуйте вместе с нами в нашем эфире. Делитесь последними новостями, задавайте вопросы нашим гостям. Все это можно делать через телеграм-канал «Утро Якутии», а также по номеру телефона 8 914 273 44 88. Ну а сейчас мы узнаем, что же произошло в мире, пока мы спали. И пока мы спали, теперь жители Якутии могут выбирать способ вакцинации – внутримышечной или назальной. В чем преимущество назального введения вакцины? Ну, во-первых, это просто и безболезненно. На слизистую оболочку носа образуется барьер в виде защитных антител, а в-третьих, человек, который вакцинировался назально, не является переносчиком коронавируса. Пока назальную вакцину можно получить в Якутской городской больнице номер 3. Ну а в Покровске открыли новый социальный объект. Это приют для собак. Приют находится на территории города. Это единственное подобное заведение в районном центре. Его строительство обошлось в 1 миллион 400 тысяч рублей. Здесь могут содержать не больше 50 бездомных собак, причем вольеры есть как в помещении, так и на улице. Власти республики выделили деньги на питание, кастрацию, маркирование, вакцинирование и содержание собак. А Сардана Трофимова примет участие в марафоне во Франкфурте, который состоится уже в эти выходные. Это первый забег именитой бегуньи после перехода в сборную Кыргызстана. Захотят поработать. Первое, что приходит мне в голову, когда... За наших земляков, которые делятся с нами такими замечательными результатами, ну, сердце радуется. И, друзья, согласитесь, утром с таких новостей, вот действительно, вот утро будет доброе и весь день пройдет хорошо. Абсолютно согласен. Ну а чтобы день был еще лучше и интереснее, давайте мы узнаем, какая погода за окном. А прямо сейчас в гидрометеоцентре на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах 2-5 градусов со знаком минус. В заречной группе от 1 до 7 мороза. В южных минус 3 в Алдане, минус 7 в Нерингре. В Вилюйской группе от 4 до 7 градусов ниже 0, в Нижнеленских 6 со знаком минус. В западных от 8 до 11 мороза, в Колымо-Индигирской группе Улусов от 10 до 17 ниже 0, в Янских от минус 6 до минус 21. На северо-западе 13-17 мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 5 градусов со знаком минус, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают без существенных осадков. На дорогах гололедица, ветер западный с порывами от 2 до 7 метров в секунду, и днем столб термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 2 градуса мороза. Интересный факт. В 1957 году на BBC вышел сюжет. В швейцарской деревушке местные фермеры собирают урожай спагетти с макаронных деревьев. Ролик озвучил уважаемый британский диктор калибра советского «Левитана». Во-вторых, в Британии макароны тогда не пользовались популярностью и считались чуть ли не деликатесом. Ну и BBC – самый уважаемый телеканал страны. Раньше никогда никого не разыгрывал. Сюжет увидела почти половина всех британцев с телевизором в доме – около 7 миллионов человек. В этот же день редакцию завалили вопросами, что нужно сделать, чтобы вырастить макаронное дерево и где взять его саженцы. Сюжет считается самым крупным розыгрышем в ТВ-истории. Вот такой вот был пранк от местного телевидения, но мы, конечно же, всегда рассказываем все честно.
И самое время позавтракать, ведь завтрак – это топливо, и он заряжает организм энергией. 25-30% калорий от суточной нормы должны быть употреблены в утренний прием пищи. Есть даже такое заблуждение, что если завтрак пропустить, то можно похудеть. Это совершенно не так. Получая утром достаточное количество углеводов, человек стабилизирует уровень сахара в крови, что помогает регулировать аппетит и не передать в течение дня. Доброе утро! Меня зовут Наталья Старостина. Я производитель крафтовых ремесленных сыров и хлеба. Сегодня мы с вами приготовим очень легкий и простой завтрак. Он будет состоять из тостового хлеба. Это мой ремесленный тостовый хлеб. Вы можете купить обычный в магазине. Бекон сырокопченый. Мы его предварительно уже пожарили на сковороде. Будем делать соус. Основа соуса у нас будет авокадо и руккола. Тут же мы добавим к соусу грецкие орехи и совсем немного чеснока, также 2 зубчика чеснока, сок лайма, растительное масло и украсим все семечками кунжута. Но это на ваше усмотрение, как вы захотите. Итак, приступаем. Значит, мы сейчас почистим с вами авокадо Хаас, очень спелые. Итак, для этого соуса нам нужно 2 спелых авокадо. В принципе, если они будут чуть твердоватые, ничего страшного. Все, что твердое, перерабатываем в соус. Итак, авокадо сорта Хаас, его не нужно чистить от шкурки, оно очень мясистое, вкусное и очень хорошо подходит для приготовления соуса. Итак, с половинок мы взяли мякоть, и сейчас сюда же добавляем мелко порезанный, порезанный чеснок. Не бойтесь, вкус орехов, рукколы перебьет вкус чеснока, но чеснок именно придаст пикантность соусу. Так, сюда все. Совсем немного грецких орехов. В общем, это повторение соуса песто, но отчасти здесь песто нет авокадо, да? Итак, грецкий орех слегка измельчаем. Все добавляем. Можно это делать погружным блендером. Так, мы возьмем лайм и отожмем сок половины лайма. Так. Добавляем сюда растительное масло, оливковое масло я не добавляю, потому что я заметила, что при взбивании ножами оно придает потом горечь. Немного добавляем рукколы. Мы готовим совсем немного, так, чтобы было готово было нам достаточно на 2 тоста. Так, и взбиваем. Итак, наш соус песто, почти песто, уже готов. Итак, приступаем к сервировке. Предварительно наш тостовый хлеб мы подсушили. И сейчас мы будем сервировать. Как видите, соус приготовить каких-то 2-3 минутки. Так. Приготовим 4 тоста. Он не даст быстро соусу впитаться. Так, приступаем. Соус очень легкий. Так, наш бекончик. Постараемся плотно. Раз, видите, как он сочный, красивый. Нужно это все делать вручную. Можно класть это на чиабатту, можно какую-то булочку.
но только не брioш, потому что брioш она придаст сладость. Так. Бекон придаст нам сытность, добавит калорий. Так. Вот 2 авокадо достаточно для 6 тостов. Вот такого размера, как я, больших. Может быть, вы захотите поменьше, и у вас получится больше. Отличная закуска. Итак. Так. И украсим. Итак, мы посыпали наши тосты семенами кунжута, и также можно использовать микрозелень. Почему бы и нет? Дополнительная клетчатка улучшит и придаст силу нашему желудочно-кишечному тракту, организму. Почему бы и нет? Наши тосты с соусом из авокадо готовы. Приятного вам аппетита и доброго утра! Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, который был учрежден в 2006 году Всемирной организацией по борьбе с инсультом. Цель этого дня – повысить осведомленность людей о проблеме инсульта, о возможностях его предупреждения и информировать о ранних признаках заболевания и необходимости своевременного оказания помощи. Более подробно об этом мы поговорим с нашим гостем. В гостях у нас Татьяна Николаева, заведующая кафедрой неврологии и психиатрии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета, доктор медицинских наук, врач-невролог высшей категории. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые телезрители. Ну вот мы с вами уже за кадром поговорили, пока смотрели Да. рубрику про полезный завтрак, и вы сказали, что как раз-таки завтрак влияет не только на наличие сил на весь день, но и также помогает предупредить болезни инсульта. Ну, безусловно, питание имеет огромное значение в профилактике инсульта. Есть доказательства, что среднеземноморская диета, которая включает в себя большое количество овощей, фруктов, зелени, вот сегодня показывали полезный завтрак, да, она содержит антиоксиданты. А антиоксиданты, они как раз способствуют здоровью сосудов. Кроме того, для профилактики инсульта очень важно потреблять и белковые продукты. Нежирное мясо, рыбу, особенно вот морскую рыбу, да, и молочные продукты, но не жирные. А есть какая-то, может быть, статистика в течение недели, вот здоровый человек после 20 лет, чтобы уже поддерживать свой организм в порядке, какая вот норма должна быть вот именно этих продуктов в течение недели? Ну, вообще рассчитывается калораж, потому что избыточное питание – это очень вредно для здоровья, потому что вызывает избыточный вес, фактор риска развития инсульта. Ну, рассчитывается 30 калорий на килограмм веса. И количество воды тоже очень важно. Тоже 30 миллилитров на килограмм веса. Ну, легко запомнить, да? И, конечно же, вот когда рацион питания составляется, сейчас это очень модно же, молодежь считает калории и вообще привержена к здоровому питанию, как я наблюдаю, да? Вот. И в рацион обязательно должны включать овощи и фрукты. Это примерно в сутки где-то 400 грамм или 4-5, ну как плодов, скажем, да. Могут быть томаты, огурцы, яблоко, бананы. Ну, рацион достаточно широкий. И сейчас круглогодично можно все это приобрести. И круглосуточно тоже. И круглосуточно тоже, да. Вот известно, что инсульт может случиться в любом возрасте. Да? Это в основном получается на нарушение кровоснабжения части головного мозга. А вот есть какие-то признаки, по которым можно определить, что у человека инсульт? Ну, во-первых, вы правы. Значит, инсульт может коснуться каждого. И очень важно определить первые симптомы, чтобы своевременно оказать необходимую эффективную помощь. Первые симптомы инсульта мы считаем, что должны знать от детей и до взрослых без исключения. Да? Инсульт, stroke – это удар.
То есть это острое состояние. Если внезапно с человеком что-то происходит, например, перекосило лицо, ослабела какая-то конечность или обе конечности с одной стороны, если изменилась речь, резкое головокружение, резкая головная боль, это, безусловно, могут быть признаками инсульта. Ну, смотрите, вот из всего вышеперечисленного признаки инсульта может посторонний человек определить. Допустим, нарушение, вот на лице все это видно, одна половина как бы замирает, либо опускается, а вторая более подвижная. Если человек в этот момент один, как вот эту вот головную боль, как вы тоже сказали, не списать на какую-то мигрень, на изменение погоды. Ну вот то, что касается головной боли, это обычно головная боль очень интенсивная и впервые возникшая. Конечно, пациент, если он в сознании, он должен дотянуться до телефона и звонить 103. Не звонить подруге там или знакомому врачу, а именно 103. При первых симптомах инсульта 103. А скажите, а влияет ли время года на вот статистику, да, например, на увеличение? Или... Да, мы изучали этот момент, влияет. Кстати, вот переходный период, когда из лета мы переходим в зиму, из осени в зиму, или переходим из зимы в весну, конечно, количество таких неблагоприятных дней увеличивается, да. И даже влияет вот этот коридор затмения на метеозависимых людей. А пациенты, которые страдают сосудистыми заболеваниями, они в большинстве своем метеозависимые. Да. Ну и подводя итог нашей беседы, вот краткую инструкцию, рекомендации всем нашим телезрителям, как быть здоровыми, как можно дольше. Вот хочу еще раз подчеркнуть, что инсульт – это тяжелейшее заболевание, которое приводит к смерти или инвалидности, поэтому самое важное – это профилактика. Надо заниматься своим здоровьем не за 3 дня до смерти, да, а за 3 года до появления первых симптомов. Ну, это китайская пословица, да, это не мое изречение, да. То есть заниматься профилактикой – это значит вести здоровый образ жизни, больше двигаться, правильно питаться, не нервничать по пустякам, следить за своим весом и за своим здоровьем, я имею в виду проходить диспансеризацию. Да, и то, что прописал врач, аккуратно принимать, потому что надо, ну, как сказать, лечиться до инсульта профилактически, да, а не после. Большое вам спасибо. Я думаю, это полезно будет всем нашим телезрителям. Спасибо, что пришли в это утро, рассказали нам такую важную информацию. Друзья, будьте здоровы и смотрите нашу программу. Ну а сейчас мы прервемся на короткую паузу. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Подведены итоги первого этапа конкурса грантов главы республики на поддержку мероприятий местных бюджетов, направленных на развитие территориальных общественных самоуправлений. Конкурс в регионе проводится впервые и организован в рамках столетия Якутии. Общая сумма гранта составляет 17 миллионов рублей. Организатором является Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям. Всего подали заявки на участие 20 районов. Во время заседания конкурсной комиссии определены 15 районов, которые получат средства на софинансирование проектов. Мы на самом деле разбили всех по 3 категориям, зависит от численности. И в каждой категории было 7 заявок. Вот. Соответственно, мы очень рады, что Арктика хорошо проявила себя. У нас есть арктическая зона, которые подали заявки. Мы видим активность Центральной Якутии, тоже, что очень приятно. И надеемся, что те районы, где не так сильно развиты ТОСы, также подтянутся, что получат свое оформление и примут участие уже в следующем году. Расширены возможности применения мат-капитала. Теперь потратить средства можно на оплату частного детского сада или репетитора для ребенка. Постановление правительства было принято 17 октября. Документ устанавливает возможность использовать мат-капитал для оплаты образования в том случае, когда такой деятельностью занимается индивидуальный предприниматель. Например, можно потратить его на услуги репетитора, но только с условием, что он работает официально и платит все установленные налоги. Также теперь за счет мат-капитала
капитала можно обучить ребенка в частной школе или отправить его в частный детский сад. Главное, чтобы у них была действующая государственная лицензия на образовательную деятельность. А в Республиканское управление ГИБДД поступили на вооружение новые мобильные комплексы автоматической фиксации. Комплекс оборудован 6 камерами, ведущими постоянный контроль и запись с обзором в 360 градусов. Он может зафиксировать практически любое административное нарушение, от превышения скорости, отсутствия ремня безопасности до использования мобильного телефона без гарнитуры. Якутия стала одним из первых регионов в России, где начали работать комплексы «Автоураган». На данный момент на дежурство заступило 5 автомобилей, оборудованных комплексом. В дальнейшем они будут работать не только на территории Якутска, но и отправиться в командировки в другие районы республики. Сегодня мы можем выявлять лиц, лишенных права управления, лиц, не имеющих права управления, транспортные средства, находящиеся в розыске, которые у нас являются архивными. И уже в ручном режиме быстро реагировать на данные нарушения, останавливать транспортные средства и принимать меры административного воздействия, в том числе и к злостным нарушителям. Якутские врачи продолжают работать в Центральной городской больнице города Кировская ДНР. Медицинскую помощь жителям республики и военнослужащим оказывают неврологи, УЗИ-специалисты, офтальмологи, кардиологи и рентген-лаборанты. Якутские медики работают по 12-14 часов в сутки, принимая около 50 человек в день. С начала работы бригады оказано более 1500 консультаций. Уже проведено более 100 операций. Я военнослужащий, мобилизированный. Хочу выразить слова нашим врачам из Якутии, которые не побоялись, приехали к нам, проводят людям обследования, делают тяжелые сложные операции. Наш маленький городок. К нам приехали врачи из Якутии. Очень хорошие, очень внимательные. Вчера мне сделали операцию. Я вижу сегодня намного лучше, как я им благодарна. Нам это, конечно, удивительно. Родился в Якутии, поселок Верхний Рейнск. Потом переехали в Алдан, жил с родителями. Потом папе стало плохо, переехали на Донбасс, город Катык. Теперь называется город Шахтерск. И вот пришлось обратиться к своим землякам за помощью. Огромное вам спасибо и привет родной моей Якутии. После лечения стал видеть замечательно. Сделали операцию, сейчас стало видеть хорошо. Очень хорошо сделали. Спасибо Якутии, спасибо россиянам. С кем мы сделали операцию, очень благодарна за операцию. А теперь я еще тоже буду делать операцию. Большое спасибо докторам, которые приехали нам тут помогать. После боевого ранения находился в больнице. К нам приехали товарищи из Якутии и сейчас проводят операции на глаза и по давлению, по всему. Очень благодарен, что есть помощь такая. Спасибо. Дай Бог вам всем здоровья. Если своевременно обслуживать автомобиль, то он будет служить долго, радуя своего владельца. Проводить техобслуживание, вовремя менять масла и технические жидкости, не доводить до поломки, до критического состояния. В следующем сюжете мы узнаем, в каких случаях нужно это делать. Доброе утро, друзья! Я думаю, что многие из вас являются автолюбителями, и бывает такая неисправность, как быстрый износ шин или вообще машина плохо управляется. Либо вы делали ремонт ходовой части, и вас беспокоит управление автомобилем. И чтобы быть спокойным или устранить эту неисправность, мы приезжаем на сход-развал. Давайте сегодня мы пообщаемся с таким специалистом. Основная проблема, из-за чего люди приезжают, и для чего нужно, чтобы колеса были ровными? Тут три варианта. После ремонта, после обслуживания, там сняли пыльник, заменили смазку на рулевой тяге, на наконечниках, на шаровых, на приводах. И переобувка. Да, даже переобувка? Да. То есть, если, например, поменял летние колеса на зимние, то может это повлиять? Да, схождение с развалом идет. То есть мы, возможно, даже вовремя приехали. Да. И тем более сейчас с ценами на резину
очень актуальны. Ну вот, кстати, чем чревато, да, это, ну, насколько я знаю, может подъедать резину, да, Да. то есть с какой-то, с одной стороны или там. Да, внутреннюю или наружную часть, это Ага. в какую сторону несло схождение. А как можно определить, что, ну, допустим, человек ездит, вроде все устраивает, но есть ли какие-то вот признаки того, что пора ехать на сход-развал? Ну, в зависимости от погодных условий. Лето сейчас, зима. Летом, например, после ремонта, не такого уж небольшого, там, как замена шаровых, потому что рулевые тяги, замена наконечников – это 100% регулировка. Шаровые еще более-менее как бы изменения внесут, но, опять же, летом при горячей, жаркой погоде, точнее, резина будет свистеть. То есть свист резины Да, это уже один первый, из звонков. да, признак. Зимой машина будет неуправляемая. А приезжают сюда люди после ДТП. После ДТП мы в процентах 80 помочь уже ничем не можем. Там уже это повреждение кузова, несущее. Да, повреждение кузова, либо замена полностью всех комплектующих, которые, если пострадало колесо, диск, резина, то это 100% стойка, ступица, рычаг, рулевая тяга и наконечник. Вот это все замена, проверка, сход развала. Если развал вне зоны допуска, значит повело кузов. Но уже ничем помочь нельзя. Да, регулировка здесь не поможет. Если машина, например, новая, либо свежепригнана, например, с Японии, либо европейская, ну, типа корейская леворукая машина с завода-изготовителя, скажем так, то, ну да, два раза в год в наших климатических условиях, после замены зимней на летнюю, либо наоборот с летней на зимнюю. Это в случае того, что без ремонта. Понял. Потому что если, например, сейчас, если последний раз ты делал 3 года назад, то придется греть. Даже греть? Да, потому что они закисают. Так, ну давайте посмотрим. Вот, например, вот они рыжики. Дорогие телезрители, следите за своими автомобилями, делайте своевременное техническое обслуживание, и ваша машина прослужит вам долго. Ну а более подробно тему регулировки схода-развала смотрите в одном из ближайших выпусков передачи «Испытано на себе». 5 шариковых ручек, согласно статистике, примерно столько каждый из нас теряет в месяц. А сколько съедено колпачков, никто даже и не начинал считать. А еще одной ручкой можно прочертить линию длиной 2 километра или написать 50 тысяч слов. Каждую секунду в мире покупают около 125 ручек. Ручки коллекционируют, ими пишут картины и даже проводят соревнования. 30 октября 1888 года была запатентована шариковая ручка. За это время она претерпела много изменений. Как выбирать шариковую ручку и какие последствия за собой влекут неправильные ручки, давайте разбираться. Наши пальчики устали, а теперь мы отдохнем и опять писать начнем. Смысл этой школьной пятиминутки советских времен понятен. Но, по словам многих специалистов, лучше не отдыхать от письма, а подобрать правильную ручку. Иначе заболеть могут не только руки. Зачем серьезно относиться к шариковой ручке? Пишет их хорошо. Примерно так думают большинство из нас, но она не так проста, как кажется на первый взгляд. Неправильно подобранное пишущее устройство может привести к перегрузке мышц кисти и ее мелких суставов, к возникновению воспалительных заболеваний в области локтя, плечевого сустава, к боли в шейном отделе и в целом искривлению позвоночника. Положение ребенка к парте, например, да? Ребенок должен быть немножко ближе, но не слишком близко, чтобы именно локтевые суставы вот так опирались, чтобы ребенок не сидел вот так. И не слишком далеко, чтобы он вот так не опрокидывался. Расстояние должно быть между ребенком и партой на примерно 10 сантиметров, это в среднем. Чтобы предплечья, они были в таком положении, чтобы вот ребенок ставил предплечье параллельно вот именно к парте, и чтобы писать, держите 3 пальцами вот так именно, и не обволакивая направо, либо налево. Ровно должен ребенок сидеть посередке, чтобы не было
сколиоза, нарушения осанки, либо каких-то других деформаций. Прорезиненная и трехгранная. Такая оптимальна для захвата. А чтобы не перегружать локтевой сустав, ее длина должна составлять 15 сантиметров, не больше. Хорошо, если ручка будет равняться толщине указательного пальца, а пальцу большому лучше не баловаться кнопкой. Такая привычка также может привести к неприятным последствиям. Лучше, если ее стержень будет открываться при помощи кругового движения. Держать пишущее устройство также надо правильно. В моей практике... Тремя пальцами, говорят, да? Например, нас учат в школе, да, правильно держать ручку вот именно вот так, 3 пальцами. Не вот так, а именно кончиком пальцев держать именно вот так, чтобы писать ровно и красиво. Не вот с серединой фаланги, не кулачком, не всеми пальцами, не 4 пальцами, не 2 вот так, а именно 3 и на кончиках именно. Теперь о материале. Безопаснее ручка металлическая, но она тяжелая и подойдет скорее для мужчин. Лучше всего, чтобы корпус ручки был сделан из прозрачного пластика. Если она почти невесома, плохо. Ребенок будет вынужден компенсировать малый вес сильным сжиманием в пальцах, а значит, быстро устанет. Разнообразие моделей и производителей оставляет большой выбор для пап и мам. В итоге можно подобрать такую ручку, которая будет соответствовать и требованиям, и потребностям вашего ребенка. Начинайте утро с улыбки, и тогда весь день пройдет на позитиве, говорят психологи. Но что делать, если собственная улыбка и неровные зубы вызывают стеснение, а зубная щетка и новомодные гаджеты помогают мало? Ровная белоснежная улыбка сегодня не только показатель статуса, но и залог крепкого здоровья. Как с помощью современных возможностей медицины обрести идеальную улыбку, расскажем далее. Руслана Иванова из-за неровных зубов с детства стеснялась улыбаться, особенно когда фотографировалась с друзьями. И этим летом она решилась установить брекеты. В клинике, куда она обратилась, специалисты подробно рассказали о предстоящей процедуре и уже на первой консультации сняли слепки. Затем, после небольшого периода лечения, установили брекет-систему. Не было таких сильных болевых ощущений. Было именно дискомфорт от того, что что-то инородное находится во рту. Но со временем я привыкла, и сейчас я даже не замечаю то, что у меня что-то находится. Единственный минус – это долгая чистка. Тщательная и долгая чистка зубов, небольшие ограничения в еде в первые 2 недели – эти неудобства от установки брекетов несравнимы с тем результатом, который девушка видит уже сейчас, спустя всего 2 месяца. Но вот уже после установки брекетов прошло совсем немного времени, но я уже вижу первые результаты, я уже чувствую себя намного увереннее. Уверенность и красота – это не единственное преимущество установки брекетов. Как говорят врачи, это прежде всего о здоровье. Ведь именно от правильного прикуса зависит многое. А брекеты как раз исправляют даже глубокий прикус. Все сильно прямо зависит от прикуса. Если будут зубы ровные, правильные, то тогда и лечение на брекет-системах, лечение на коронках, пломбы, импланты, все это намного проще будет. Поэтому если пациенты хотят поставить брекеты, это прям очень хорошо, потому что правильный прикус залог всего здоровья. Сегодня современная стоматология предлагает пациентам различные виды брекет-систем. Какая из них подходит пациенту, зависит от индивидуальных особенностей и рекомендаций специалиста. В данном случае у Русланы стоит саморегулирующая брекет-система Damien-Q. Она на самом деле универсальная система. Бывает брекет-система с керамическими накладками, то есть сами брекеты, они практически белые, прозрачные. С внутренней стороны можно брекеты поставить. Бывают еще и капы, это элайнеры. Тоже не всем пациентам подойдет, поэтому нужна консультация у специалиста. Во время очередного осмотра врач проверяет, как пациент выполняет его рекомендации и остается доволен текущим результатом и тем, как девушка ухаживает за зубами и брекет-системой. Мешает? Сверху, слушай, у тебя очень хорошо здесь зажило все. Полностью все зажило. Впереди еще длительный этап лечения. В среднем это занимает от 1,5 до 2 лет. Но девушка настроена решительно. Ведь красиво улыбаться, чувствовать себя уверенно – это ее давняя мечта. А современные возможности стоматологии, доступность, индивидуальный подход в лечении и возможность гибкой оплаты услуг позволяет практически всем, кто этого захочет, обрести идеальную улыбку. Ровные, красивые зубы –
это, наверное, приоритет для пациентов, мы решаем сторону функционала, чтобы пациенты не задумывались о том, что как им пережевывать, задумывались о том, что как им красиво улыбаться. Туяра Филиппова, Семен Афанасьев, Якутск. Момский краеведческий музей открыт в 1987 году по инициативе общественности. Первоначально музей размещался в здании Момской Никольской церкви. Музейный фонд составляет 968 единиц хранения основного фонда и хранит более 140 уникальных предметов. Здесь и предметы бытовой утвари, орудия труда и одежды эвенов, личные архивы известных людей Момского района. Каждый предмет – это история, которую бережно хранят сотрудники краеведческого музея. Доброе утро, дорогие телезрители! И снова с вами я, Алена Корякина. Сегодня я хочу вам рассказать очень уникальную вещь, которая была подарена нашему Момскому районному музею в конце 1990-х годов. Вот вы сейчас видите костюм удаганки. Принадлежала Христине Петровне Корякиной, Голиковой. В дар музею передала ее дочь Мария Прокопьевна Федотова-Нулгенет. Этот костюм сделан из ровдоги, как вы видите, с тканями тут. Мех белки есть и с бисерами. Христина Петровна была удаганкой, лечила от болезней людей. Мы, музейные работники, гордимся тем, что в разные годы этот уникальный костюм удаганки Христины Петровны Корякиной Голиковой была 2 раза выставлена в городе Якутске. И у нас, у сотрудников музеев, есть такой, скажем, поверье. Этот уникальный наш экспонат, костюм удаганки, нас оберегает. Мы в это свято верим. Национальный художественный музей запускает гражданско-патриотическую неделю «Габышев Уик», посвященную 120-летию со дня рождения якутского ученого, доктора экономических наук, коллекционера и мецената, заслуженного деятеля науки якутской автономии, наркома земледелия ЯССР Михаила Федоровича Габышева. Гражданско-патриотическая неделя проводится в рамках празднования столетия якутской автономии. И у нас в гостях Татьяна Габышева, правнучка якутского ученого, коллекционера и мецената Габышева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна, расскажите о вашей семье. У меня, на самом деле, семья не очень большая. Я 4-е поколение, да, после моего известного прадедушки. Раньше в Якутию приезжали мой папа и моя тетя. Вот в этом году на юбилейное мероприятие уже смогла приехать я. В одном из своих интервью вы сказали, что, к сожалению, с дедушкой вы не были знакомы, но что вам рассказывали ваши родные про него? Да, к сожалению, с прадедушкой я лично не знакома, но я знаю о нем из рассказов моего папы и моей тети. Соответственно, у них много детских воспоминаний, как они свое детство проводили среди картин. Мой папа рассказывал, что он последний год, практически перед смертью дедушки, жил с ним в Минске, потому что дедушка мой, прадедушка, да, забрал папу к себе на воспитание. Он был человеком таким суровым и хотел воспитать из него настоящего мужчину. И мой, собственно, папа, он жил среди картин, и вот он много рассказывал, что фантазировал, даже сказки, можно сказать, выстраивала с сюжетами с картин. И есть у меня такая история, которой я люблю поделиться. В музее есть скульптура «Голова фавна», она из мрамора, и мой папа рассказывает всем, что он очень ее в детстве боялся, потому что когда он засыпал, ему казалось, что это белый мрамор, из которого сделана эта голова фавна, что светится и какие-то гримасничает, как будто это голова она такая. Если хотите посмотреть, она в музее до сих пор стоит там в углу, и вот он очень боялся. Такой детский страх получается. Да. Ну вот у меня много детских, естественно, воспоминаний, потому что мои родные тоже были в тот момент не такими взрослыми, как уже мы сейчас. Скажите, это ваш первый визит в Якутию? Да, это мой первый визит в Якутию. Поделитесь впечатлениями. Мне оказали очень теплый прием. Действительно, мне все спрашивают, как мои дела, как поживают мои родные. Мне очень приятно, что коллекция моего прадеда бережно хранится в музее. Там зал сейчас очень красивый, много мероприятий. Все это доставляет мне большое удовольствие, что наследие сохраняется.
и можно получить такое эстетическое удовольствие, приобщиться к искусству. Поделитесь впечатлениями от знакомства вот с малой родины. Может быть, вы еще где-то были, кроме музея? Может быть, вообще просто походили по нашему городу, посмотрели, где ваш прадедушка? Вот это была его малая родина. На самом деле у меня не так много времени, я очень много времени провожу в галерее, так как сейчас как раз идет патриотическая неделя. И участвую в многих мероприятиях, но для меня Якутск это, честно говоря, не сколько как город, и у меня здесь есть и родные, и знакомые, и я по вечерам хожу к ним в гости, и это такое домашнее для меня ощущение, и поэтому для меня оказалось, что это как будто родной город, где у тебя много друзей и знакомых, нет ощущения, что это как будто я приехала в гости, я к себе домой приехала. Скажите, а может у вас есть вот на выставке ваш любимый экспонат, который вот вам дорог или понравился? Любимый экспонат, наверное, я про него говорила, это глава фавна, потому что много приятных воспоминаний оживает. Но на самом деле, мне кажется, много картин, каждый ищет что-то свое. У нас там центральная картина — это «Святая Цицилия», и мне она нравится, потому что когда я была маленькая, эту картину привозили, по-моему, в рамках Третьяковки в Москве, и мне удалось даже тогда на ее фоне сфотографироваться. Мы, как все знаем, в музее это запрещено, но вот мне, моей маме... привилегии. Да, нам сделали исключение, у меня это есть фотография физическая, тогда еще это так делали, где мы с моей мамой стоим, а папа нас фотографирует. А поделитесь своими ощущениями вот от того, что вашего прадедушки наследие, оно по-прежнему живет, и создаются такие выставки. Ощущения очень необычные, потому что я про своего прадедушку, естественно, знаю, но когда я приехала сюда, увидела здание музея, увидела картины, послушала на круглом столе про его экономическую деятельность, для меня все это ожило, и я действительно еще раз его для себя открыла, восхитилась, каким многогранным человеком он был, что он успевал быть и отцом, и дедушкой, и известным коллекционером, и меценатом, и научным сотрудником, да, и даже на государственном поприще успел. Мне тяжело понять сейчас, да, в современном мире, как все это можно успеть. Поэтому величие его для меня даже выросло. Знаете, жители нашего города и гости нашего города, они у нас любители ходить на выставки, культурно обогащаться, просвещаться. Вот всем, кто нас сейчас смотрит, где можно посмотреть эту выставку, в какие сроки можно с ней познакомиться? У нас идут сейчас, да, мероприятия, посвященные Габышев Вик, мероприятие называется. Соответственно, до воскресенья можно посетить галерею с экскурсией, либо можно посетить ее квест, но также проводится. В воскресенье будет музыкальное выступление тоже, посвященное, соответственно, Габышев Вик, поэтому в любое время, но в том числе до воскресенья, можно прийти в галерею Михаила Федоровича Габышева и приобщиться к искусству. Татьяна, большое вам спасибо. Мы спасибо. Приглашаем жителей нашего города обязательно посетить это событие. Ну а сейчас мы передаем слово нашим новостным коллегам. Доброе утро, Якутия. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Железные дороги Якутии готовы выступить участником реализации проекта пограничного перехода Россия-Китай с сооружением железнодорожного моста Джалинда-Мохэ. Делегация Якутии приняла участие в рабочей встрече в правительстве Амурской области по вопросу сооружения погранперехода. Напомним, что документ о сотрудничестве в строительстве моста на полях Восточного экономического форума подписали глава Якутии Айсан Николаев и губернатор Амурской области Василий Орлов. Была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Амурской области, Якутии и компании «Железные дороги Якутии». Постоянный представитель республики по Дальневосточному федеральному округу Ким Борисов отметил важность сооружения погранперехода для республики, поскольку возрастет экспортный потенциал региона и промышленные предприятия будут иметь возможность ближайшего выхода в Китай.
Участок улицы Дзержинского до Хабарова перекроют в Якутске в связи с капитальным ремонтом проспекта Ленина. Работы начнут с замены земляного полотна. По словам начальника отдела по дорожному строительству компании «Главстрой» Владимира Макарова, от улицы Дзержинского до улицы Хабарова участок перекрываем поэтапно до завершения работ по замене грунта и стабилизации слоев основания. Ориентировочная дата завершения работ – июль-август следующего года. Теплую остановку с подсветкой и фигурами оленей установили в Айхале. Средства на павильон выделила компания «Алроса». Московский подрядчик изготовил остановку согласно дизайн-коду поселка. Графитно-черный павильон украшают карты и логотип Айхала. Внутри также есть камера видеонаблюдения для защиты от вандалов. Более 700 исследований проведено на новом компьютерном томографе в Центральной больнице Горного района. Новый томограф поступил в декабре прошлого года по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Аппарат запустили в феврале после получения санитарно-эпидзаключения на источники ионизирующих излучений. 16-срезовый томограф позволяет видеть любые органы в проекции и без потери качества изображения. Около 530 это исследования грудной клетки, это в основном исследования на коронавирусную инфекцию. Также провели это 102 исследования головного мозга, это в основном инсульты головного мозга. И также исследования на костно-суставную систему, это в основном травмы. А труппа Главного театра республики привезет в Мирный «Ревизора». Спектакль по пьесе Гоголя, а также еще 2 постановки по мотивам произведений Чингиза Айтматова и анимпадиста Сафронова увидят жители города. Артисты привезут с собой декорации, а зрителям раздадут наушники. Об этом рассказал заместитель директора Саха-театра Геннадий Охлопков. Классика Николая Гоголя играем мы на якутском языке. То есть на основе перевода мы полностью играем спектакль на якутском языке с синхронным переводом через ушные наушники. Поэтому это тоже интересно для того, чтобы посмотреть самобытность и формат нашего театра. Вот каким же образом наш театр, который вот сегодня открывает 117-й сезон, играет русскую классику. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Днем создания армейской авиации России принято считать 28 октября 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами. Она положила начало армейской авиации. Вертолетная авиация сначала именовалась вспомогательной. В ее задачи входила перевозка грузов, корректировка огня, разведка и связь. В начале 70-х годов 20-го столетия с принятием на вооружение Ми-24, чьей основной ролью была поддержка сухопутных войск на поле боя, вспомогательная авиация стала армейской. Какими еще датами ознаменован сегодняшний день, узнаем далее. На календаре 28 октября. Сегодня отмечается Международный день анимации, День бабушек и дедушек в России, Российский день без бумаги, День создания армейской авиации России, День освобождения Украины от фашистских захватчиков. По народному календарю в этот день православные отмечают память Ефимия Солунского, жившего в IX веке в Палестине. В этот день, в 1571 году, царь Иван Грозный обвенчался с Марфой Собакиной. В 1571 году в Нью-Йорке состоялось официальное открытие статуи Свободы. В этот день родились Генрих III, император Священной Римской империи; Эразм Роттердамский, европейский гуманист, философ и писатель; Андрей Воронихин, русский архитектор и живописец; Симонас Даукантес, литовский историк и писатель-просветитель, собиратель фольклора; Джудита Паста, итальянская певица; Джеймс Каннолли, американский легкоатлет, первый чемпион Олимпийских игр, писатель; Мария Спиридонова, русская революционерка, политический деятель; Роман Виктюк, российский и украинский театральный режиссер, народный артист России и Украины; Билл Гейтс, американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft; Эрос Рамазотти, итальянский певец и композитор;
Джулия Робертс, американская киноактриса, продюсер, лауреат премии «Оскар». Стала первой в истории киноактрисой, получившей за роль $25 миллионов в картине «Улыбка Моны Лизы». Именины в этот день отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян и Семен. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. В эфире «Утро Якутии». И, конечно же, мы всем желаем в этот пятничный день продуктивного дня, ну и, конечно же, хорошего окончания недели. Ну а сейчас хотелось бы напомнить о той погоде, которая за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 2,5 градусов ниже 0. В заречной группе от 1 до 7 градусов мороза. В южных минус 3 в Алдане, в Нерингре минус 7, в Вилюйской группе от 4 до 7 градусов ниже 0. В Нижнеленских 6 мороза. В западных от 8 до 11, в Колыму и Дигирской группе от 10 до 17, в Янских 6-21, все со знаком минус. На северо-западе 13 градусов в Тиксе, в Оленьке минус 16, в Саскалахе минус 17 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 5 градусов ниже 0. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба штиль. В течение дня синоптики обещают, что день будет без существенных осадков. На дорогах гололедица, а ветер западный подует с порывами от 2 до 7 метров в секунду. Днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 2 градуса со знаком минус. Ну что, друзья, в завершении нашего выпуска хотелось бы пожелать вам отличных выходных. Можно сходить в кино, да? Погулять на улице пока. Можно еще. сходить на выставку. Да, да. Как мы уже это рассказали. Можно в выходные начать с правильного завтрака. В общем, всю неделю мы с вами, друзья, делились полезными, интересными советами. Берите их на вооружение, чтобы каждое утро ваше было добрым. Мы с вами прощаемся, но только до понедельника, чтобы снова сказать вам доброе утро. А наш эфир продолжает музыкальная композиция от Леонида Анциферова.